Текущая неделя в Абхазии выдалась довольно-таки жарко. Столбики термометров показывали аж 27-28 градусов. По прогнозам синоптиков, лето 2024 года может побить все рекорды и стать самым жарким за всю историю метеонаблюдения. Причиной этому является изменение температуры экваториальной части Тихого океана. Повышение температуры воды опережает по климатической фазе порядка на 1,5 месяца, что, безусловно, сказывается и на температуре воздуха. Столкновение теплых воздушных масс с холодными вызывают погодные аномалии, и Абхазию они не оставят в стороне. Для Абхазии здесь больше доминантны именно шквалистые ветра ураганной силы. Это селевые потоки, когда в горах у нас выпадают залповые ливневые осадки. По склону гор спускаются огромные массы воды с почвенным грунтом, и, соответственно, затапливаются низменные участки, как это было неоднократно для Гагарского района. И подобные, конечно, сценарии мы ожидаем и в текущем году, начиная с мая месяца. По словам Асида Ахсалба, в этом году летом ожидается температура воздуха выше климатической нормы на 5-6 градусов. При этом стоит отметить, что превышение температуры даже на 1 градус формирует неблагоприятные события. Соответственно, природных катаклизмов не избежать. Но чтобы минимизировать их ущерб, уже сейчас нужно готовиться. В частности, речь идет о заблаговременной расчистке русел рек, которые во время сильных ливней могут выйти из берегов. Большие реки и малые реки, которые проходят через города, их, конечно, русла рек нужно очищать, углублять их, чтобы минимизировать ущерб в случае наводнений, подтопления территории. Ну и, соответственно, в случае сильных ветров деревья, сухие ветки деревьев и так далее. В общем, все это нужно ликвидировать предварительно, чтобы, еще раз повторюсь, уменьшить силу действия опасных явлений погоды. В весенний период особенно неустойчиво геомагнитное поле. В этом месяце оно будет высокое 21 апреля, а 24 числа ожидается сильное воздействие ультрафиолетового излучения Солнца. Поэтому не рекомендуется с полудня до 16 часов находиться под прямыми солнечными лучами. Это не только касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и для всех, кто не жалуется на здоровье тоже, потому что геомагнитное поле и ультрафиолет, они очень негативно сказываются на наше здоровье. И потом, что касается перепадов температур, то перепады температуры диктуют перепады давления атмосферного, в силу чего в суточном ходе температуры мы наблюдаем разницу в этой весной порядка от 10 до 20 градусов. И поэтому вот такие жалобы идут и от местных жителей, да и в целом, наверное, медики они подтвердят данную информацию, что в этом году как никогда очень неустойчивые погодные условия, в частности, касаемо этих явлений. У природы нет плохой погоды, не согласиться с этим нельзя. Главное не пренебрегать элементарными мерами безопасности, относиться к окружающей среде бережно, не нарушая законов природы. Алика Трапшнар, Абхазское телевидение.